Наклонение тувинского языка. Как известно, наклонение выражает устанавливаемое говорящим лицом отношение действия к действительности. Первое наклонение изъявительное. Он выражает реальное наличие действия в прошедшем, либо в настоящем, либо в будущем временах. И, соответственно, имеет три категории времени. Рассмотрим их. Сначала рассмотрим категорию прошедшего времени. Первый вид прошедшего времени – категорическое прошедшее время с аффиксом «т». Категорическое прошедшее время. «Ты» присоединяется к основам, заканчивающимся на глухие согласные. Во всех остальных случаях «д». Ну и, соответственно, к гласной букве в основе присоединяется либо «ты», «ту», «ты» и, соответственно, «ди», «ду», «дю». Выражает действие, совершенное в недавнем прошедшем времени. Недавнее прошедшее время. Также однократное законченное действие следующий смысл. Действие, которое непосредственно наблюдал объект, наблюдаемое действие, которое произошло на его глазах, либо действие, которое он представляет себе так ясно, как будто бы он является его очевидцем. Представляемое ясное действие, как будто бы он является очевидцем. Рассмотрим спряжение этого времени на примере глагола «алыр» – «брать». Единственное число, множественное число. В первом лице единственного числа к основе, основа «ал», присоединяется аффикс «д». А в первом лице еще и аффикс «м», «алдым». «Я брал». Второе лицо. «Алды», только аффикс теперь второго лица. «Алдын». В третьем аффикс отсутствует. «Алды». Он брал. Во множественном числе. «Ал» – основа глагола. «Ды» – аффикс прошедшего категорического времени. И аффикс первого лица во множественном числе. «Алдылыс». Второе. «Алдыңар». В третьем остается точно так же. «Алды». «Олар алды». Я брал. Я взял. Он взял. Ты взял. Он взял. Мы взяли. Вы взяли. Они взяли. Отрицательная форма данных глаголов образуется очень легко. Присоединяется аффикс отрицания «ба». И он стоит после основы глагола «ал». В первом лице будет «албадым», во втором «албадын», в третьем «албады», во множественном числе точно так же. «Албадывыз», «албадынар», «албады». Не брали, не... Мы не брали, вы не брали, и третье, они не брали. Рассмотрим теперь примеры в предложениях. Дүйн сен аргадан ат жығып алдың. Жығып алдың. Сложный глагол с
стоит в прошедшем категорическом времени во втором лице единственного числа. Чтывалдың. Собрал. Ты собрал. Вчера ты собрал ягоды в лесу. А действие собрал чтывалдың произошло при наблюдаемом лице в недавнем прошлом однократно. Поэтому глагол стоит в прошедшем категорическом времени. Алдың. Иногда глаголы в прошедшем категорическом времени могут выражать настоящее время. Например, жетіп келіңдер не? Тіледім. Глагол тіледім. Тілер, просить, основа тіля, аффикс прошедшего категорического времени ди и первого, аффикс первого лица единственного числа он. Прошу вас приехать. Несмотря на то, что глагол стоит в прошедшем категорическом времени, оно подразумевает настоящее время. Прошу вас приехать. Также прошедшее категорическое время может обозначать будущее, предупреждающее время. Рассмотрим пример. Эки тут түктүмхалак. Хорошенько держи, не пролей, переводится предложение. Слово түктүм стоит в прошедшем категорическом времени. Аффикс ту, он основа тök, түктүмхалак. Но оно переводится как будущее времени. Не пролей, так как обозначает будущее, предупреждающее значение.